Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten. Bleibt in euren Hütten, euren Zelten. Und ich reite froh in alle Ferne. Über meiner Mütze nur die Sterne. Это небольшое стихотворение вышло из-под пера одного из самых великих поэтов мира – немца Иоганна Гёте, и впервые увидело свет в его поэтическом сборнике «Западно-восточный диван» в 1819 году. Поэт не нашел в немецком языке слова, которое, на его взгляд, смогло бы передать всю силу той истинной настоящей свободы, которую олицетворял его всадник. И Гёте назвал его «Фхайзен» — «свобода мысли». Это слово, созданное самим Гёте, навсегда вошло в немецкий язык вместе с его героем. Свободным горцем, выше папахи которого были только звезды. Ингушетия. Маленькая кавказская страна каменных башен, древних храмов и чарующих легенд. Время потерялось здесь среди седых ущелий и старинных улиц родовых замков. Знаменитые боевые башни Ингушетии, символ силы и независимости ингушских фамилий, стоят здесь повсюду, как немые стражи ее истории. Строгие, суровые, похожие на полных достоинства кавказских горцев в папахах. В 1814 году в сборнике «Сокровищницы Востока» Йозефа фон Хаммер-Пургшталя была напечатана небольшая часть труда двух немецких авторов – Морица фон Энгельгарта и Фридриха Паррота под названием «Посещение Энгельгартом страны Галга-Ингушей». Начиналось описание путешествия в Ингушетию в русской военной крепости Владикавказ, где немцы оказались в 1811 году во время своего путешествия по Крыму и Кавказу. Путешественники захотели своими глазами увидеть описанный их соотечественниками Гюльденштеттом и Палласом ингушский храм Тхаба-Ярт, находящийся в самом центре горной Ингушетии. Комендант крепости генерал Дель Поца просит нескольких ингушских старшин из равнинной Назрани, за год до этого заключивших с ним мирный договор, проводить немцев в горную часть Ингушетии, все еще враждебную Российской империи. Но старшины отказали ему, мотивируя свой ответ тем, что не могут обещать их безопасное возвращение. Несмотря на почет, в котором находятся старшины у своих родственников и друзей в Галга, они все же долго отказывались браться за охрану, пока обещанное вознаграждение деньгами и подарками не превысило опасения за нашу безопасность. И они согласились при условии, что только один из нас может сделать путешествие, и тот должен быть одет и вооружен как ингуш. Им стал Энгельгарт. И 12 сентября 1811 года они отправились в Джейрах. Путь лежал через Тарскую долину Ингушетии, современный пригородный район. Войдя в Васинское ущелье, по тропе, ведущей в Цорх, они двинулись вверх по ущелью к Таргиму. Мои проводники держали совет, как безопаснее привести меня к храму. Одежда могла защитить только там, где мы быстро проходили мимо. Но здесь, в деревне, где мы должны были переночевать, прежде чем достигли цели путешествия, встреча с жителями сильно заселенной долины была неизбежной, и я тогда выдал бы себя. Поэтому решили выдать меня за депутата генерала Дель Поца, который должен был заключить мир с до сих пор враждебными деревнями Галга.
и склонить их к выдаче заложников. «Ингушские деревни издали напоминают маленькие города», – писал Энгельгард. В одном из этих городов, Эгикале, он и его сопровождающие становятся гостями ингуша, имя которого, к сожалению, не названо. Но оказанный им радушный прием, угощение и быт его семьи путешественник подробно описал в своих воспоминаниях. Наутро Энгельгарта сопровождает к цели его путешествия – храму Тхаба-Ярд. Сразу после этого их маленькая группа держит обратный путь в крепость Владикавказ, во время которого путешественнику были навеяны эти строки. Мы расположились у скатившейся каменной глыбы. Овца, которую ингуши взяли с собой, была зарезана. Мясо поджарено узкими полосками на огне на деревянных, воткнутых в землю копьях. Свою скромную трапезу мы провели в восхитительной зале, созданной природой и украшенной высоким темным сводом с великолепно сверкающими звездами. Мои спутники были, по-видимому, в своей стихии. Веселье их становилось все громче, а шутки и смех они поддерживали до поздней ночи. Вообще, жизнерадостность — выдающаяся характерная черта ингушей, которая удивила меня тем более, что после наших несчастных жертв я представлял себе известную картину кавказских разбойников. Люди, едва объединенные в народ кровными узами и общим языком, которые в совершенной свободе используют силу тренированной руки, чтобы добиться желаемого, и которые в такой свободе находят свое счастье. Где мы найдем такое на нашем континенте, кроме Кавказа? Я с радостью сменил мрачное представление о его жителях на более доброжелательное. Меня манило то необычное упорство, с которым они добились и сохранили свою свободу. После этого я понял мужчину, который предложение о принятии подданства отверг коротким ответом. Над своей шапкой я вижу только небо. Первым немецким исследователем, выявившим связь между этой фразой и стихотворением «Вхайзен», был Кристиан Вурм. В 1834 году в своем труде «Комментарий к западно-восточному дивану» он пишет: «Диван. Стихотворение Вхайзен. Из путешествия Энгельгарта в страну Галга-Ингушей. Том 4, страница 36. Мужчина, который однажды отверг предложение о покорности коротким ответом. Над своей шапкой он видит только небо». Позже уже, после того, как Кристиан Вурм публиковал, мы обнаружили десятки исследований немецких исследователей, творчество Гёте, и все они указывают, что данное стихотворение, на это стихотворение Гёте вдохновила фраза ингуша: «Я над своей шапкой вижу только небо». Йозеф Кюршнер. Немецкая национальная литература. 1882 год. Первое изречение основано на упомянутых словах в сокровищнице, которыми Галга-Ингуш на Кавказе отклонил предложение покориться. «Над своей шапкой я вижу только небо». Дитер Борхмайер. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Полные работы. Письма, дневники и беседы. 1994 год. Данное стихотворение написано пятистопным хореем и имеет парную женскую рифму. Толчком к содержанию послужило сообщение о поездке на Кавказ на лошадях, опубликованное в «Сокровищнице Востока» под названием «Посещение Энгельгартом Галгай-Ингуши», в котором описывается
любовь к свободе и вольности. И сообщается о мужчине, который предложение о покорности отверг коротким ответом. Над своей шапкой он видит только небо. Мартин Мозебах. Страна поэзии. 2012 год. В Хаммеровской сокровищнице изображается мужчина из племени Галгай-ингушей, маленького кавказского народа, который, любя свободу, отвергает требования к покорности. И его нужно отпустить скакать дальше, так как над своей шапкой он видит только небо. Гёте делает из ответа мужчины маленькое стихотворение в Хайзен, тут же в первой книге Дивана. Слово «шапка», с которой связывается специфическое очарование этого маленького стихотворения, дает мальчишескую свежесть, игривую радость, а также фантазию. Он не Галга-ингуш более, а каждый, кто уже пустился ночью в путь и оставил позади себя свою прошлую жизнь. Немецкие исследователи пишут, что в этой фразе выражается свобода ингуша, что он над собой никого не видит, кроме Всевышнего, над ним нет никого. И вот эта вот фраза, она облетела всю Европу. Вот. И в 1820 году даже в газете Neue Speyerer Zeitung есть небольшая заметка, которая посвящена вот папахе ингуша и которая, значит, олицетворяет свободу ингуша. Neue Speyerer Zeitung, 11 июля 1820 года. Свободный ингуш на Кавказе, которому расхвалили, какую выгоду мог бы получить он, если бы пошел под власть российского царя, ответил, воодушевленный своей независимостью, гордо, смело и верно. Да как я могу пойти на это? Над своей шапкой я не вижу ничего, кроме голубого звездного неба. Ни папа Григор VII в Каносе, ни император Наполеон при Йене не смогли так верно сказать. Хотя их шапка и была выше, чем у ингуша, но сердце вряд ли. К тому времени Кавказская война, как называется в истории многолетнее противостояние народов Северного Кавказа и Российской империи, шла уже 3-й год. Официально она будет длиться еще 44 года, до 21 мая 1864 когда после победы в убыхском селении Кбааде у Черного моря, на месте которого сегодня находится Красная Поляна в Сочи, был отслужен молебен по поводу победы войск Российской империи. Однако очаги противостояния еще много лет будут вспыхивать в разных уголках Северного Кавказа вплоть до начала XX века. Немецкий топограф на службе Российской империи Иоганн Бларемберг стал свидетелем одного из самых жестоких эпизодов этой войны в истории Ингушетии первой половины XIX века. Похода барона Розана в горное селение Хюли в 1832 году. Позже он напишет: «Трудно найти на земле, которую мы населяем, народы, которые защищали бы свою свободу и независимость с большим упорством». Одним из символов этого векового противостояния, наряду с многочисленными кровопролитными сражениями Кавказской войны, станет, как это ни удивительно, и образ горца-одиночки, вышедшего на личную тропу мести. Людей, которых Бларемберг сравнивал с легендарными берсеркерами из преданий древних норманнов. Абреков. Это тюремные фото, сделанные за несколько дней до казни, единственные фото Сулумбека Гандалоева. Сохранился в архивных справках и его словесный портрет. Роста среднего, волосы брови русые, глаза серые, лицо чистое полное, борода стрижена. Село Сагапши. Официальной датой образования села считается 1863 год.
когда во время строительства Сунжинской казачьей линии сюда стали переселяться изгнанники из разоренных царскими войсками ингушских сел Мужич, Олкам и Дяттах, вместо которых на карте появились 3 новые казачьи станицы – Галашевская, Алкунская и Датыхская. Именно здесь, в семье Гуаража Гандалоева, и родился Сулумбек в 1878 году. История о том, как молодой ингуш стал абреком, как 2 капли воды похожи на истории других кавказских абреков. Из-за врожденного и неистребимого чувства собственного достоинства. К концу XIX века Ингушетия являлась частью Терской области под военно-казачьим управлением. Наместник Николая II на Кавказе Воронцов-Дашков дал такое определение этой системе управления. Система военно-народного управления, созданная на Кавказе в период борьбы русских войск с местными горцами, основана на сосредоточении административной власти в руках отдельных офицеров под высшим руководством главнокомандующего Кавказской армии. Однако, введенная в эпоху Кавказской войны, она продолжала существовать вплоть до революции 1917 года. Но уже выродившаяся в уродливую и немыслимую в цивилизованном обществе форму этнического преимущества в ее иерархии и получившая в итоге название «военно-казачье управление». Председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы Российской империи Магомед Далгат на примере кабардинцев и ингушей так излагал ее глубоко негативную суть. Интересы 4/5 туземного населения принесены в жертву 1/5 части его. Малая Кабарда, имеющая общие интересы с Большой Кабардой, Горский суд и общественные суды в слободе Нальчик присоединены к казачьему управлению. Ингуши, которых от души ненавидели казаки, подчинены казачьему управлению. Все это обостряло взаимные отношения обоего населения, казаков и ингушей, до высокой степени. Достаточно показаться ингушу даже среди белого дня в станицу, что часто ему приходится по начальству, или на казачью территорию, его расстреливают казаки как дикого зверя, за что родня убитого не остается в долгу и всячески мстит казакам то убийствами, то грабежами, то кражами. Старшинами всех селений являлись казачьи чины, в чьих руках сосредотачивалась абсолютная власть – полицейская, судебная, административная. Осетинский писатель Кастахи Тагуров в своей статье «Неурядицы Северного Кавказа» так описывал эти субъекты полицейского надзора. Легко себе представить, каким авторитетом пользуются в туземных аулах старшины из казачьих урядников, в большинстве случаев постоянно пьяные и омерзительно непристойные в выражениях. Один из таких урядников выставил жителям села Сагапши условия. Каждая семья в селе должна была по очереди накрывать ему обеденный стол. Несогласным тут же обещались всяческие проблемы с администрацией. На беду урядника одним из первых домов в его списке оказался дом старшего брата Сулумбека – Эгло. Увидев накрытый женой брата стол и узнав, для кого приготовлена еда, юноша пришел в ярость и, сказав, что такие столы ингуши накрывают лишь благородному гостю, начал трапезу. Когда урядник объявился в доме, Сулумбек выставил перед ним свои объедки и предложил отобедать ими. И урядник совершает большую ошибку. Он поднимает на Сулумбека руку, в которой была нагайка. Мы знаем, что среди ингушей, если вдруг где-то на тебя замахнулись кнутом, тогда, естественно, если бы он не перехватил бы, он мог бы и отстегать тогда. Но он же не мог, наверное, вынести такого позора, чтобы его отлистали на кнутом. Поэтому он прямо выхватил этого пристава, этот кнут, и сам начал его стегать этим кнутом. Затем Сулумбек выволок урядника на середину улицы и захлопнул за ним калитку. Урядник тут же стал посмешищем всего села.
а у Сулумбека появился первый враг. На него потянулись бесконечные доносы и клевета казака-урядника в столицу Терской области Владикавказ. И уже 3 мая 1895 года 17-летний Сулумбек был заключен в моздокскую гауптвахту сроком на 1 год, якобы за кражу лошадей у односельчанина. Все люди, которые стали абреками, это люди были несправедливо наказанные царской властью, которых просто вынудили быть абреками, и они... Обречество – это очень трудное, вообще в физическом плане даже трудно быть абреком. И эти люди в нечеловеческих условиях готовы были жить в свободе, нежели быть в кандалах и нести какое-то бремя. К началу XX века обречество становится настоящим бичом военной администрации Терской области. В ее столице Владикавказе несколько лет подряд собирались бесконечные государственные комиссии и заседания на предмет защиты и неприкосновенности ее состоятельного и привилегированного сословия военных и казаков. При этом первое же заседание сошлось на обсуждении вопроса только лишь в отношении ингушей. Георгий Мартиросян. История Ингушии. 2 февраля 1904 года состоялось экстренное частное заседание Владикавказской городской думы с участием исполняющего должность начальника области генерала Ржевузского по вопросу, как писали газеты, об обеспечении жизни и имущества граждан от грабежей и покушений. Один из гласных думы заявил: «Мы теперь жнем то, что посеяли. Положение их таково, что им ничего другого не остается делать». С окончанием Кавказской войны было полностью покончено и со строительством на Кавказе казачьей станичной линии, кольцом окружившей регион и испещрившая его изнутри. Казачья Сунжинская линия разделяла Ингушетию, отделив ее горную часть от плоскостной. При этом под устройство казачьих станиц ушли самые плодородные и удобные для проживания земли Ингушетии. Вся Тарская долина, современный пригородный район, и земли вдоль рек Сунжа, Фартанга и Аса, современный Сунжинский район, что составляло 70% всей пригодной для возделывания площади Ингушетии. Магомед Далгат. Труды комиссии 1905 года. Со времени покорения Кавказа казаки смотрели на туземцев как на своих врагов. Отношение туземца к казаку было аграрное, так как теперешние станицы, ближайшие к Владикавказу, поселены на ингушских землях, откуда они были выселены на новые места. Казаки же, поддерживаемые в своих домогательствах областной администрацией, недовольствуясь этим, неоднократно подавали прошение об удалении ингушей из вновь отведенных им земель. Об этих ходатайствах знали и ингуши, что немало возмущало их и настраивало враждебно казачьему населению. Казак, обеспеченный огромным наделом земли, доходившим в среднем до 121 десятины на двор, живет, по-видимому, привольно, а рядом туземец, который слышал от своих стариков, что вся эта земля когда-то принадлежала им, терпит во всем недостаток. Переизбыток земельного надела позволял казакам сдавать ее в аренду ее же обнищавшим хозяевам – горцам. Из петиции ингушей в Первую Государственную Думу в 1906 году. В настоящее время 2/3 наших земель, насильственно отобранных, перешли в руки казаков, и мы, ингуши, доведены до такого состояния, что для того, чтобы жить, мы должны арендовать землю у тех же казаков. В среднем ингушское племя платит ежегодно казакам слишком 30 тысяч рублей арендной платы. Это не что иное, как налог в пользу казаков.
Налог тем более возмутительный, что мы, ингуши, платим его за пользование землей, принадлежавшей нам тысячелетия. При всем этом, начиная с 1866 года, ингуши, численность которых колебалась в тот период от 40 до 45 тысяч человек обоих полов, вносили совершенно невероятные даже по современным меркам официальные налоги в государственную казну. В цифру, которую невозможно было бы поверить, если бы не тщательный налоговый учет самой Российской империи. Георгий Цаголов. Платежи и повинности горцев Терской области, 1898 год. С этого момента ингуши начали уплачивать больше своих соседей осетин и чеченцев. Местные официальные исследования выяснили, что еще в 1889 году платежи 40 тысяч ингушей равнялись платежам 80 тысяч осетин. 200 тысяч чеченцев Грозненского округа уплачивают к концу года казенных, мирских, земских платежей и штрафов столько же, сколько 45 тысяч ингушей. За 5 лет земские и мирские платежи достигли в Грозненском округе 160 тысяч рублей. У ингушей же 320 тысяч рублей и больше. И эти деньги уже не возвращались в Ингушетию ни в каком виде. Здесь не строилась общественная инфраструктура. Не было дорог, не было государственных лечебниц. А на всю Ингушетию существовала одна единственная Назрановская школа, построенная в 1868 году на средства самих ингушей в Назрановской крепости. В нее совершенно невозможно было попасть ребенку из среднестатистической ингушской семьи. Обучение было платным, и школа вмещала только 70 человек. Но на уплату жалований ее персоналу, выписанного администрацией округа из Владикавказа, весь народ уплачивал ежегодно в казну 7 тысяч рублей налога отдельной статьей. В перерасчете царского рубля на современный около 9,5 миллионов рублей. Официальные исследования также выяснили, что налоги, собираемые со всей Терской области, на 98% состояли из платежей горцев, хотя еще только на начало 1917 года горцы составляли всего лишь 49% ее населения. Принцип дальнейшего перераспределения средств довольно выпукло описан в прошении ингушей 1903 года о выделении ингушей в отдельный от казаков округ. Нашим сельскохозяйственным бытом никто не заинтересован, в чем убедила нас холерная эпидемия 1901-1902 годов, когда у нас не оказалось ни участковых врачей, ни приемных покоев для заболевших страшной холерой, и в чем может убедить первый же возможный случай голода или недорода хлебов. Совершенно в другом положении стоят станицы казачьего населения, которые имеют просветительские средства в виде станичных школ, общественных запасных магазинов и нужного медицинского персонала с приемными покоями. Ни один самый искушенный в своей профессии экономист не смог бы объяснить, каким образом ингуши выживали при таком положении дел. Удивляло это и их современников. Вот лишь некоторые цитаты, взятые из разных номеров журнала «Кавказского вестника» 1901 года. Ингуши очень умерены в пище и довольствуются тем, от чего русский крестьянин давно бы умер с голоду. При всей стесненности ингуш обстоятельствами нужно еще удивляться той энергии и стремлению к лучшему, какие проявляют они на своем житейском поприще. Живучесть и упорство ингушского племени поразительны. Сколько ни высылают их из края как административным порядком, так и по определениям судов, и какие не принимаются против них полицейские меры. Все это могло бы другое племя привести в положение полной бездеятельности и упадка. Тем временем
комиссия, наконец, официально обнародовала итоги ее расследования причин разбоев в области. Благодаря ингушскому публицисту и политику Весангирею Джабагиеву, который процитировал корреспонденцию по итогам ее работы в своей статье в 1905 году в Санкт-Петербургских ведомостях, она дошла до нас в неизменном виде. Все собравшиеся гласные, 23 человека, единодушно высказались, что все усиливающиеся грабежи – результат своеобразного управления краем. Администрация Кавказа и, в частности, Терской области, своим произволом выводит из терпения не только туземцев, но и русских. Распоряжаясь налогами с населения, она не дает населению ни дорог, ни больниц, ни размежевания земель. Однако администрация Кавказа, наделенная безграничной военной властью и отчитывающаяся только лишь перед царем, и которую в абсолютной мере удовлетворяло текущее положение дел, не собиралась его менять. А упорное нежелание ингушей и других горцев влачить голодное и бесправное существование в отведенных им резервациях через обслуживающую ее прессу и великодержавную публицистику объясняло их врожденной животной наклонностью убивать и грабить. Термин «хищник», синоним наиболее упорного в этом желании жителя Кавказа, вошел в историю как красноречивый символ ее позиции силы. Хищниками называли все народы на Северном Кавказе. Почему? Потому что Северный Кавказ, скажем так, был колонизирован. Исходя из этого, все, кто боролись против царской власти, были хищниками, разбойниками. И эпитеты можно придумать какие угодно. Николай Яковлев, ингуши. Жизнь ингуша сделалась очень тяжелой. Но ингуши не мирятся со своим положением, не хотят вымирать и начинают упорную борьбу с насильниками. Конечно, они не могут действовать открыто, но из добрых и кротких людей в короткое время становятся первыми абреками на Кавказе. Грабежи и убийства в станицах и даже среди бела дня во Владикавказе. Ограбление поездов, организация целых отрядов, вооруженной рукой отстаивавших права ингушей на жизнь и место под солнцем. Все это слишком осязательным и неприятным образом доказывало русским властям и более привилегированным соседям, что ингуши отнюдь не думают безропотно вымирать. Из рапорта наместника Его Величества на Кавказе Воронцова-Дашкова царю Николаю II. 18 января 1912 года. Во всех как выдающихся, так и более мелких происшествиях, совершенных в течение последних лет в Терской области, главное активное участие принимали, да и теперь принимают, жители Назрановского округа, являющегося поставщиком хищничества среди туземцев названной области. Ограбление Грозненского и Владикавказского вокзалов и Кизлярского казначейства, разбойное нападение в 1907 году на Владикавказского купца Симонова, нападения на военные отряды, масса других крупных и мелких преступлений были совершены и совершаются исключительно при участии ингушей. В настоящее время, по донесению начальника Терской области, из числа жителей Назрановского округа наибольшее и основательное подозрение в принадлежности к разбойничьим шайкам, обыкновенно набираемым незадолго до совершения известного преступления и распускаемым после окончания такового, внушают жители селений Сурхахи, Гадай Ильбаст Муцольговы, Сулейман Эсмурзиев, Мада Аушев, Туумарсбеков, Мустаби Евлоев, Джараб Китиев, Эдалгири Богатырев, селение Экажевского, Муси Албагачиев, Дрис Муталиев, Бексултан Картоев и селение Верхний Ачалук, Бексултан Льянов, участвовавшие в целом ряде выдающихся преступлений. Вышеизложенное в достаточной степени характеризует личности названных туземцев как профессиональных разбойников, наглость и дерзость коих прогрессируют в зависимости от числа случаев безнаказанности совершенных ими преступлений.
Как показала практика многих лет, виновные в преступлениях, благодаря распространенному среди туземцев вообще и ингушей в особенности обычаю укрывательства, остаются в громадном большинстве случаев необнаруженными. Каковое обстоятельство растлевающим образом отражается не только на самих ингушах, но и на всем туземном населении области. Статья 15 Уголовного кодекса Российской империи гласила: в делах уголовных всякий несет ответственность только сам за себя. А специальная 156 статья Конституции предоставляла начальнику Терской области право требовать у аульных обществ находить и выдавать им подозреваемых в преступлениях. И при невыполнении этого требования взимать с них денежные штрафы. Этот закон, ставивший горцев вне правового поля всей страны, был предметом бурного осуждения просвещенной и цивилизованной части России. Как писали современники, он приводил к колоссальному злоупотреблению и откровенным подлогам и провокациям со стороны военно-казачьей администрации в отношении горцев. В нашей дальнейшей истории этот пункт будет иметь ключевое значение. Тем временем Воронцов-Дашков продолжал жаловаться Николаю II на ингушей. Мало того, известный разбойник Зелимхан, от которого отказались его соплеменники-чеченцы, нашел себе приют среди ингушей и целыми годами живет в ингушских селениях, где его укрывает весь ингушский народ, употребляя все усилия к тому, чтобы оказать ему всякое содействие в его преступных предприятиях, и даже помогает в нападениях на войска. Так было в перестрелке с войсками при хуторе Цорх. Так было и в Асинском ущелье, где дробовыми и картечными зарядами, которыми были ранены офицеры и нижние чины, подтверждается, что участвовали там не одни абреки, но и жители ближайших хуторов и селений. В разное время в Ингушетии находили укрытие известные абреки из Карачая, Кабарды, Дагестана. Около 12 лет укрывался в Ингушетии и абрек из Чечни Зелимхан Гужмузукаев со своей семьей и семьей брата. Начиная с 1905 года и вплоть до Первой мировой войны, Ингушетия превращается в маленькую горячую точку, в которой сосредотачивается борьба военной администрации с абречеством, на деле представлявшие из себя самые обычные погромы и узаконенное мародерство над ее населением. Штрафы, массовые административные аресты, военные экзекуции, карательные отряды Вербицкого, Веселовского, Донагуева, специально созданные для борьбы с абреками, свирепствовали в Ингушетии с разным успехом. Тот самый хутор Цорх, одно из фамильных селений рода Гагиевых в Асинском ущелье, когда-то находился здесь. 14 апреля 1909 года часть боевого отряда старшины Вербицкого, более известного ингушам в те годы неискушенным в произношении русского языка как Вербиска, была расстреляна вся семья Габиса Гатагажева Гагиева, включая его малолетних внуков. Расстрел Гагиевых в Цорхе Вербицкий выдал перед начальством за перестрелку с отрядом абреков. Администрация Терской области тут же поспешила дать интервью о первом успехе охотничьего отряда. Все абреки во главе с Бексултаном Гагиевым убиты, а башни Цорха взорваны, писали газеты. Однако Бексултан Гагиев, известный в Ингушетии как Борс Бексолт, Бексолт-Волк, и сын Габиса Ибрагим остались в живых. На зов этих двух человек тут же откликнулось около 20 мужчин из ближайших селений – Таргима, Опиева, Эрш. В завязавшейся перестрелке было уничтожено 5-6 убийц из военного отряда Вербицкого, не считая раненых. Об этом администрация умолчала. 27 марта 1910 года было совершено громкое ограбление Кизлярского казначейства. Георгий Мартиросян. История Ингушии. Группа состояла из чеченцев и ингушей. Ингушская сформирована была в Назрановском округе Солумбеком Гороводжевым,
Вербицкий, прозевавший экспроприацию кизлярского казначейства, отдан был под суд. Это фото, сопровожденное небольшим текстом, было опубликовано в газете «Утро России» 24 апреля 1910 года. На нем запечатлены 4 ингушских абреков, арестованных по этому делу в селах Сурхаки и Яндыре. Тоумарс Гатиев, Магомед Хашагульгов, Тоумарс Беков, Аббас Хашагульгов. Тоумарс Беков – один из тех 12 ингушей, о которых через 2 года будет докладывать Воронцов-Дашков Николаю II. Он все еще будет на свободе. Тем временем в Ингушетии продолжались поиски абрека из Чечни. И к осени 1910 года военная администрация переходит в фазу еще более активных действий – карательных разгромов населения. 12 сентября 1910 года вся горная Ингушетия была полностью взята в кольцо войсками. Вся эта масса войска от селения Ней до Тианетского уезда окружила Ассинское ущелье, где и начался розыск шайки Зелимхана, продолжающийся безрезультатно до 16 сентября. К этому времени начальник Назрановского округа, князь Андронников, находившийся при отряде, созвал сход жителей и потребовал от них выдачи Зелимхана и его шайки. 5 дней военные во главе с генералом Михеевым обыскивали дома и допрашивали жителей. Через 4 дня Андронников будет убит все в том же Асинском ущелье. Немыслимые события, последовавшие вслед за этим в Ингушетии, практически в реальном времени наблюдала вся Россия со страниц московских и петербургских газет. 4 октября. Ингуши, живущие в Асинском районе, совершенно терроризированы мерами властей, принятыми с целью 3 ноября. Ввиду неисполнения требования властей, в целом ряде ингушских селений поставлены военные экзекуции. На население наложен штраф в размере 20 тысяч рублей. Ожидаются распоряжения о приведении в исполнение представления об уничтожении селений в Асинском ущелье, о ссылке жителей и о расторжении договоров на пользование ингушами казачьим. 6 октября. На основании утверждения наместником распоряжения начальника Терской области генерал Михеева о примерном наказании за горных ингушей будут разрушены аулы Кеки и Нельхи. Жителей этих аулов предположено сослать вместе с семействами в Сибирь. Эти репрессии потрясли даже обычно равнодушную к событиям на Кавказе российскую общественность. К этому времени это уже первая революция, приближается вторая революция. В обществе появилось достаточно большое количество людей с протестными настроениями, и поэтому оно не осталось незамеченным для российского общества. Вот эта трагедия, развернувшаяся на Кавказе, она широко освещалась, и об этом писали многие СМИ в тот период. 58 членов Государственной Думы обратились к наместнику Кавказа с просьбой разъяснить им ситуацию, которая сложилась на Кавказе. Там по пунктам в этом запросе расписано, какие карательные мероприятия произведены над жителями Ингушского округа и почему такие бесчеловечные меры предприняты по отношению к этим людям. Из запроса членов Государственной Думы наместнику Николая II на Кавказе Воронцову-Дашкову. Терская администрация, вообще привыкшая обращаться так бесцеремонно с туземным населением и не знающая предела своему усмотрению и произволу, невзирая на то, что все перечисленные меры борьбы приводили постоянно к противоположному результату, не отказалась от взятого ею ранее ложного курса и продолжает действовать в том же направлении и прибегает к еще более суровым мерам. Тем не менее, запрос не возымел должного воздействия, люди были сосланы и понесли несправедливое наказание за то преступление, которое они не делали и к которому многие совершенно никакого отношения не имели. Всего было репрессировано 349 человек, включая их малолетних детей. После 7-месячного заключения в казематах Владикавказского гарнизона
они были этапированы на поселение в Сибирь. Были объявлены безземельными и выселены из своих домов ингуши из сел Олкам, Дятых, Мужич, Галашк, Аршта, Бережк, Меркьист и Сом-Яхач, общим числом в 4000 человек. При помощи специально созданных экзекуционных отрядов по всей Ингушетии было насильно собрано 40 000 царских рублей в качестве недоимок за пользование землями казачьего войска, что составляло свыше 53 миллионов современных рублей. С каждой ингушской семьи было взыскано по 25 рублей. Также якобы в пользу убитых и раненых казаков из отряда Андронникова в Васинском ущелье, что в общем составило 250 000 рублей. В перерасчете царского рубля на современный – около 340 миллионов. Видел это все и Сулумбек, семья и односельчане которого уже много лет находились под прицелом военной администрации. حوش وعودي حوا ياخذون ارمي يي كوا حياتي. Обрек из Чечни был по-прежнему неуловим, когда через неделю после разгрома селений Эрш, Кек и Нелх было окружено войсками уже и Сагапши. Теперь они требовали у ингушей выдать Сулумбека Гандалоева. Но Обрек уже принял свое собственное решение. Он знал, что его народ не выдаст его во что бы то ни стало. Только он, Сулумбек, не мог принять у него эту жертву. Несмотря на протест брата отца и односельчан, 21 октября 1910 года он отправляется в Назрановскую крепость. Пошел все-таки ради села, ради людей, чтобы детей знал, на что идет. Единственная его просьба была, чтобы ему смертную казнь заменили расстрелом, а не виселицей. На этом условии он сдается властям, о чем тут же сообщает в газетах Российской империи. Русское слово. 22 октября 1910 года. Арест Обрека Сулумбека Гарваджиева. Вчера в селении Назрань арестован один из виднейших обреков Сулумбек Гарваджиев, ингуш из селения Сагопш. Сулумбек 10 лет назад вступил на путь обречества. Исключительная смелость и беспощадность быстро выдвинули его из числа других обреков. Имя его во многих местах области наводило большую панику, нежели имя Зелимхана. Еще в последние дни им было произведено ряд нападений в районе Нальчикского и Владикавказского округов, во время которых шайка вступала в перестрелку с воинскими и казачьими командами. بدر عادل يقيديون دق أفتير شخن بختن يغن هذا ذا فوق ذا يقري أسوقش صار إيش بختن يغن دق أفتير شخن بارخوي خن بيوستر أفتير بولج ديون نو صار كالغول ديون قدو الليل ديش خن صار ديون سنة ديون سن غوق قدول دو هما الليل ديش خن صار. Из протокола допроса дела Временного военного суда города Владикавказ номер 408, 24 февраля 1911 года. Зовут меня Сулумбек Гараводжиев Гандалоев, 33 года, магометанин.
Неграмотный. Родился и приписан к жителям селения Сагопш Назрановского района. Содержусь во Владикавказской тюрьме по разным преступлениям. Женат. Имею одного ребенка. Имущества недвижимого не имею. За 2 года до смерти Сулумбек женился на девушке из Инарке, Цароевой Залимат. У них родилась дочь, которую назвали Залабан. Ингушский абрек не был расстрелян, как ему обещали при переговорах о сдаче, а был повешен в крепости Владикавказ 9 августа 1911 года. Газета «Биржевые ведомости», Санкт-Петербург. 19 августа 1911 года. При виде виселицы и вообще всей мрачной, зловещей обстановки, говорящей о неизбежной близости рокового конца, Гороводжев, как говорят очевидцы, сохранил редкое наружное спокойствие и самообладание. Причем на его тонких губах все время играла какая-то загадочная, не то саркастическая, не то презрительная улыбка. Он сел на корточки по восточному обычаю и в последний раз затянулся любимым куревом из кальяна. «Тебе, душа мой, недолго придется надо мной работать», поднимаясь с земли, добродушно, почти дружески сказал Гороводжев своему палачу. Потом он спокойно, не торопясь и вообще не обнаруживая ни малейшего волнения, сам взошел на роковой помост и, когда палач накинул на его шею петлю, сам же соскользнул с табурета. Его похоронили в безымянной могиле на одном из тюремных кладбищ города. А следующей ночью служащий горской милиции во Владикавказе Аламбик Харсиев привез на это место близких абрека. Раскопав могилы 3 человек, похороненных в тот день, они опознали его, лежавшего с обрывком веревки на шее. Halzeiven och mätte såabch. Varda skutsch halzeiven. Ida varda sätts in sätts nakhotla. Quad achiyaka. Dak hadila. Ukun diawosh khanut so andin. Dan khanu. Sediawosh amal diach amr so kan tirvano Hussein khan shkhalun. Hi adat وخر so kan tirvan wahtsan. Shishi weshwa atahja. Haz dawol li adri ukhra. Mo ya khajat bahaus. Aqz wakhر fit ya Сибири исти. Здесь, в старой части кладбища Сагапшей, Сулумбек и обрел свой последний покой. Ровно через 3 года, в августе 1914-го, Россия вступает в войну с Германией. А уже 23 числа царь Николай II объявляет о создании Кавказской туземной конной дивизии, знаменитой дикой дивизии, состоявшей из 6 национальных полков. Командиром дивизии назначается младший брат царя Михаил, родившийся в 1 год с Сулумбеком Гандалоевым. Одним из самых больших и победоносных полков дикой дивизии стал Ингушский полк. На момент начала войны вообще в российском обществе, скажем, был такой энтузиазм пойти на войну, защитить свою родину. Вот. И этот энтузиазм передался и на народы Кавказа. В мечетях, на собраниях. Я думаю, царским правительством была проведена работа с нашими мулами, и ставился вопрос о газовате по отношению к немцам.
была объявлена амнистия всем скрывающимся от закона. В газетах Терской области начало распространяться заявление Воронцова-Дашкова о том, что всем, кто отправится на германский фронт, императором Николаем II будет дано высочайшее помилование. И в начале 15 года реализована идея о создании обреческой сотни в составе ингушского кавалерийского полка. Она будет состоять из 96 амнистированных ингушских абреков, в число которых войдут и 4 хищников и разбойников из уже известного нам доклада Воронцова-Дашкова царю Николаю II. Тот самый Тоу Марсбеков, Мада Аушев, Элбаст Муцольгов, Дрис Сапралиев. Тогда стоял вопрос: война с противником. А в войне, как говорится, известны все средства хороши для победы. А что касаемо непосредственно вот этих амнистированных, во-первых, реабилитироваться, а во-вторых, возможность отличиться. Ну и в третьей стороне это все-таки материальное, полагающее. За каждый крест шли определенные доплаты. То есть ты совершил подвиг, получил орден, и за это тебе доплачивали деньги. Из воспоминаний всадника 5-й сотни абреков Бориса Мурзабекова. Первое боевое крещение наша сотня приняла во время наступления в районе Львова. Позже мы оказались в Румынии. С боями дошли до Карпат. На Карпатах абреки узнали, что обещание Николая II об амнистии было ложью. Наше командование послало царю прошение, чтобы всем солдатам 5-й сотни абреков простили ранее совершенные проступки. Ответ, однако, пришел отрицательный. В нем говорилось, что каждый из нас по окончании войны будет отбывать заслуженное наказание. Но у Аллаха был свой собственный сценарий будущего и для Николая, и для ингушских абреков. В Факшанах до нас дошел слух о том, что в России свергли царя Николая II. Все ингуши вернулись с фронтов Первой мировой войны и в тот же час встали на защиту жизни и свободы своего маленького народа. В его последней и самой отчаянной схватке с Российской империей, в войне с добровольческой белоказачьей армией генерала Деникина. Они разгромят ее на Центральном Кавказе, о чем Деникин с досадой и ненавистью будет вспоминать через много лет в своих мемуарах. Отвоюют обратно свои села в пригородном районе, в которых успело вырасти 3 поколения чужаков, и вновь назовут их своими именами. Ангушт, Ахкиюрт, Ковзан-Юрт, Шолхи. Впереди у ингушей будет еще много испытаний, но они, как всегда, не сломают их, а сделают их только сильнее.